Главные события четверга, 18 июля, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы. В зоне внимания не только малое и среднее предпринимательство, но и Министерство Якутии. Предпринимателей проверили и различные меры обсудили. Строительная готовность свыше 60%. В районе ДСК появится новая школа на 990 мест. Расскажем об уникальности возводимого здания. У благоустройства есть обратная сторона медали. Жители строительного округа Якутска страдают от самовольно организованной свалки. Наш корреспондент разбирался в проблеме. Футуризм 21-го столетия и дань памяти Золотому веку. В сквере Карла Маркса прошел поэтический вечер. Не только классика, но и флееринг. Конкурс барменов Якутска продемонстрировал настоящее шоу и мастер-класс. Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась на большей части республики. Ранее действовало 3 крупных пожара в Усьмайском районе, сейчас же 2 из них локализовано. На заседании КЧС было принято решение по усилению группировки на пожарах Абыйского, Верхневилюйского и Вилюйского районов. Для помощи около 50 человек будет переброшено с локализованных территорий в районы с более тяжелой ситуацией. Также из Якутска дополнительно будет отправлен вертолет МЧС России для работы с водосливным устройством. В работе по тушению задействовано более 1700 человек и 140 единиц техники. На данный момент 8 лесных пожаров локализовано. До конца суток планируется локализация еще 4 лесных пожаров. Ну и половина из локализованных до конца суток также будет ликвидирована. В целом у нас за сегодня обнаружено 2 лесных пожара. Буквально во время штаба 1 обнаружен. И 1 уже обслужен, на 2 вылетели десантники. В ближайшее время также лесной пожар будет обслужен. Предпринимательство в Якутии имеет хорошие показатели по итогам всех принимаемых мер поддержки бизнеса, федеральной и региональной поддержки. Меры поддержки эти затрагивают не только малый и средний бизнес, но и Министерство Якутии. В столице республики состоялся координационный совет по предпринимательству при главе региона Айсена Николаева. К важнейшему совещательному экспертному органу присоединились все предприниматели республики, председатели ассоциации и союза товаропроизводителей. В центре стола изменения в части налогового кодекса России и состояние предпринимательства в регионе. Республика Саха-Якутия сегодня выступает на территории всей страны с наиболее крупными поддержками для малого и среднего бизнеса. Это приоритизация главы республики, поддерживать малый бизнес. Но, тем не менее, несмотря на ведение деятельности на территории Крайнего Севера, все равно заставляет работать сильнее и активнее наши предприниматели. Но со стороны правительства мы должны формировать актуальные меры поддержки, которые будут действительно быть полезными и эффективными. В России упростят согласительные процедуры, необходимые для капитального строительства на территориях опережающего развития. Закон разработан для совершенствования преференциальных режимов при предпринимательской деятельности на Дальнем Востоке и в арктической зоне. Так будут сокращены сроки проведения мероприятий, необходимых для капитального строительства. Например, с 14 до 10 рабочих дней уменьшится срок, в течение которого органы местного самоуправления обязаны выдавать градостроительный план земельного участка. Глава Якутии поручил в срок завершить первый этап строительства улично-дорожной сети в микрорайоне Звездный в Якутске. Из-за проблем с пересечением инженерных коммуникаций существует риск незавершения работ по первому этапу. Никакие переносы сроков недопустимы. В первую очередь необходимо думать о людях, которые живут в микрорайоне, и об их удобстве, отметил глава Якутии в своем официальном телеграм-канале. Также рассмотрели ход реконструкции объектов Нерюнгринской центральной больницы и строительство спортзала Политехнического лицея в Мирном. По обоим проектам работы идут по графику, отметил глава Якутии. Проект развития пешеходной зоны по улице Орджоникидзе в Ленске получил финансирование в рамках программы национальных федеральных проектов формирования комфортной городской среды. На его реализацию выделили 50 миллионов рублей. Работы начаты, подрядчиком выступает строительная компания «Монолит». На сегодняшний день установлены камеры видеонаблюдения, контроль за работой предприятия осуществляется онлайн. Расчищена и отсыпана площадка, где в скором времени должна появиться детская игровая зона. Все малые архитектурные формы уже закуплены и доставлены. Также уже появилась и пешеходная зона, продолжается установка ограждения. Окончание работ запланировано на 30 августа этого года. Примерно к концу недели планируется уже установление малых форм архитектурных.
Так что идем более-менее к завершению данных работ. У нас совсем недавно там были проблемы, прошли торги, и уже есть подрядчик на подъездной путь. И я думаю, что тоже приятная новость, что у нас там будет вновь теплая остановка, теплый павильон. В Якутске продолжается строительство школы на 990 ученических мест. Объект расположен в районе ДСК по улице Ильвана Кульбертинова. Строительная готовность более 60%. Что будет отличать новое учебное заведение от всех остальных школ и когда планируется его ввод, расскажет моя коллега Марфирина Алексеева. Позади меня идет активное строительство огромнейшего объекта. Это будущая самая большая школа на территории Республики Саха-Якутия. Ее площадь составляет более 17 тысяч квадратных метров, что на 4 тысячи квадратных метров больше, чем школа в микрорайоне Прометей, которая ныне считается самым большим образовательным объектом на территории республики. Что ж, давайте расскажем о уникальных моментах этой школы. Первое, что привлекает внимание, это архитектура здания. N-образная форма, будто соединены 4 отдельно стоящих объекта. Школа разделена на несколько отдельных блоков. Учащиеся начальной, средней и старшей школы не будут пересекаться. У них отдельный вход и свои отдельные гардеробные. И, пожалуй, один из самых актуальных моментов для родителей и их учащихся. Все ребята будут учиться в одну смену. 33 класса. Каждый рассчитан на 30 учеников. Расстояние между партами по новым требованиям шире. К тому же предусмотрены рабочие места для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Увеличение площадей в классах с возможностью занятий детей-колясочников. Мебель, соответственно, предусмотрена специализированной как в столовой, так и в других классах. Есть пандусы, если это необходимо. Предусмотрены лифты, предусмотрены комнаты для возможности спасения детей при эвакуации, например, при пожаре, да? Беспороговые двери. Ну, то есть все сделано для того, чтобы дети-инвалиды тоже спокойно. Туалеты специализированные для инвалидов, даже с учетом звонков, чтобы, например, помочь ребенку. В учреждении предусмотрена просторная столовая на 540 посадочных мест, медицинский блок, 2 спортивных зала, актовый зал на 228 мест. Библиотека с компьютерами и свободным доступом к книгам. Имеется отдельный блок различных мастерских. Будет зимний сад, коворкинг-центр, интерактивный музей. А зоны отдыха детей организованы не только для общего нахождения, но и для индивидуального уединения. Обеспечением школьными местами, новыми местами – это самая актуальная повестка у нас в городе Якутске. И в 2024-2025 учебных годах у нас планируется ввод 3248 новых мест. Вот, в том числе вот это вот новое строительство. Город развивается, расширяется. Вот, и данная школа, она будет эту нагрузку снимать. Одновременно с строительством ведется благоустройство внешней зоны, где будет стадион, баскетбольная, волейбольная и футбольная площадки, зоны отдыха, а также туристической и спортивной подготовки. Проект реализуется в рамках нацпроекта образования. Завершение строительства планируется в конце текущего года. Обучающихся школа примет 1 сентября 2025 года. Марфирина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Что вам нравится и не нравится в Мирном? С таким вопросом съемочная группа наших коллег вышла на улицы алмазной столицы. Давайте узнаем, что рассказали местные жители. Городской парк – фаворит жителей Мирного, а мусор на улицах вызывает недовольство. Это показали прошлогодние опросы среди горожан. Что вам нравится и не нравится в алмазной столице? С таким вопросом съемочная группа Алмазного края традиционно обращается к прохожим. Давайте узнаем, как поменялось мнение у людей. Смог не нравится. Каждый год смог, и дышать этим воздухом – это ужасно. Поэтому это очень как не нравится. Очень много работы было сделано, новые детские площадки построены. Мне кажется, стало немного чище. Ну, конечно, еще работы много, но спасибо за то, что сделано. Работы всегда много. А что тогда не нравится? Что хотелось бы поменять? Ну, дороги в первую очередь не нравятся. Нравится у нас зелено и молодежь. Нравится мне наш город. Светает. Город мирный и народ мирный. Хорошо сказано. А что хотелось бы поменять и изменить? Ну, изменить, чтобы молодежи квартир давали и пенсии добавили чуть-чуть нам. Благоустраиваются территории придворовые, делается ремонт, дороги будем ремонтировать, поэтому город у нас зеленый, красивый. Есть над чем работать, поэтому совместными усилиями
усилиями и жители тоже должны на это обратить внимание, что нельзя мусорить вокруг своих, скажем так, придомовых территорий. Надо самим следить за порядком, так сказать, держать активную гражданскую позицию. Чистота. Вовремя убираются, чисто, очень приятно идти по городу. Манеж спортивный, самое важное. У нас нет кругового манежа, а это довольно важно в нашем городе. Триумф закрытый манеж, но там всего 3 дорожки, неудобно заниматься. Говорю как профессиональный спортсмен. Я здесь живу с 1978 года, и я не могу сказать, что не нравится. Все нравится. И с этого города выезжать никуда не буду. Ужасное покрытие дорог. Дорог процентов на 70 их нету. Дорожной разметки нету. Пешеходы половина не видно. Стоп-линии половина не видно. Все нравится. Парк у нас красивый особенно. Стелла. Там тоже красиво. Как показал опрос, мнения жителей алмазной столицы не так однозначны. Одни хвалят обновленные детские площадки, другие недовольны общим состоянием дорог. Во всем есть плюсы и минусы. Главное не бояться о них говорить. Андрей Соломенник, Илья Шикуля, медиакомпания «Алмазный край». Противоречивая ситуация сложилась в строительном округе Якутска. В интернете распространилось видео самовольно организованной свалки в районе окружного шоссе. Кто виноват в складировании бытового и строительного мусора и какая она, обратная сторона благоустройства, расскажет моя коллега Надежда Саханская. Видео о самовольной свалке распространилось среди пользователей мессенджеров с начала этой недели. Автор видео говорит о том, что проблема существует уже не первый год. А это кадры, отснятые сегодня. Проблема складирования мусора далеко не в новинку для нашего города. Тем не менее, при возникновении подобных случаев обычно принимаются меры реагирования. Однако здесь ситуация затянулась. В Комитет экологического надзора поступила жалоба, после чего учреждение подведомственное Министерству экологии выехало на проверку. Факт действительно подтвердился. Произведена отсыпка территории приблизительно около 2000 квадратных метров от разбора строений. То есть от сноса зданий была произведена отсыпка, выровнена площадка. Если здание морально и физически устаревает, логичным будет его снести для того, чтобы на этой территории построить что-то новое. Но прежде чем возводить новое здание, необходимо утилизировать отходы старого. Соответственно, отвезти весь строительный и бытовой мусор куда-нибудь на полигон. Такая история могла произойти и в строительном округе города Якутска, однако почему-то все эти пункты не выполняются. И теперь представьте, каково жить жителям близлежащих домов в постоянной ежедневной свалке. А такие люди действительно есть. Иван и Анна Авакумовы приобрели здесь земельный участок еще в 2021 году. И они натуральным образом страдают от такого соседства. Основная проблема заключается в отсутствии доказательной базы. Авакумовы вернулись в город недавно, только после того, как ознакомились с видеороликом и направили жалобу через электронный портал. Тем не менее, именно их обвиняют в складировании мусора. Мы просто купили сперва, не строили. В это время они когда нас нету, ночью, видимо, отсыпают. Вот где говорят, что на нас все сваливают, что мы заказали. У нас даже их заказывать средства даже нет, мы даже забор не можем построить еще, пока финансово не позволяют. Да. В игру вступает и окружная администрация Якутска. Мэрия провела проверку по факту отсыпки территории еще 17 июня и вынесла свой вердикт. Уже 19 июня в адрес правообладателя земельных участков были выданы предписания об устранении нарушений со сроком исполнения до 20 сентября. Что теперь делать семья Авакумовых, неизвестно. Впрочем, разбирается в этом вопросе и региональная прокуратура. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства об охране окружающей среды. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Однако, сколько бы субботников ни проводилось и как бы усиленно не работали службы городского хозяйства, необходимо помнить простую истину. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Надежда Саханская, Иван Сорокаумов, Якутск. В этом году Нерюнгринская транспортная прокуратура направила в суд 3 уголовных дела в отношении иностранных граждан по фактам их покушения на дачу взятки сотрудникам полиции.
Один из них просил не привлекать его к административной ответственности за нарушение общественного порядка в аэропорту города Нерюнгри, предложив полицейскому 5000 рублей. За это мужчина получил наказание в виде штрафа 20 тысяч. В другом случае мужчина, распивая спиртные напитки в досмотровой зоне аэропорта, предложил сотруднику полиции 500 рублей. Его наказание – штраф в 10 тысяч рублей. В третьем случае мужчина приобрел в Якутске для перепродажи 957 шкур соболя без документов, подтверждающих законность их добычи. При перевозке их пассажирским поездом был задержан за распитие в купе алкогольной продукции. Нарушитель предложил сотруднику полиции 105 тысяч рублей, попросив вернуть изъятые шкуры без их направления на экспертизу. Полицейский от взятки отказался, сообщив о поступившем предложении своему руководству. В судебном заседании подсудимый признал свою вину. С учетом данного обстоятельства, нахождение обвиняемого под стражей в ходе следствия, а также позиции государственного обвинителя Нерюнгринской транспортной прокуратуры, суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 миллиона рублей. Приговор в настоящее время вступил в законную силу и исполнен. Сквер Карла Маркса на пару часов превратился в место для чтения стихов знаменитых поэтов. Любой желающий мог прослушать произведения Игоря Северянина, Александра Пушкина и многих других. Как прошел вечер, знает Вероника Таюрская. Я полюбила мой зеленый луг с разнообразием трав, цветов, где стрекоза, жучок, паук кружатся в вальсе мотыльков. Объединить людей разных профессий и возрастов на одной творческой площадке с задачей поиска вдохновения, обмена опыта, а также поддержки молодых авторов-поэтов является целью поэтических вечеров, организованных энтузиастами Якутска. Любой желающий мог прочитать стихи известных авторов, так и собственного сочинения. Я не Есенин, хоть и часто хожу нечесанной, в пустой голове ни метафор, ни едких рифм. Я не вижу эпитетов, глядя на убогую осень, и никогда не попадаю в ритм. Для меня это очень важно как способ открыть себя, представить. Я была очень рада узнать, что, оказывается, в Якутске есть поэтическое сообщество, поэтические вечера, потому что как будто это во мне лежало, а выпустить это некуда. Поэтому для меня лично это очень важно. Вы получите комплимент. Меня зовут тоже Наталья. Желающие смогли услышать завораживающие мелодии скрипки и динамичное исполнение на гитаре. Для всех желающих также провели мастер-класс по совершенствованию звучания голоса от тренера по технике речи Андрея Адамова. Меня пригласили сюда, я уже не первый раз выступаю на таких вот общих мероприятиях. Меня пригласил Андрей Адамов, мой давний знакомый, который организовал весь этот конкурс. Участвую не так давно, потому что я и стихи-то совсем недавно начала писать, когда вышла на пенсию. О любви очень много стихов, о моем любимом зеленом луге это большая половина, потому что это моя любовь неземная к этому месту. Анастасии Шамшудиновой 13 лет. Уже год она участвует в поэтических вечерах в качестве чтеца. В будущем, как отметила девушка, она хотела бы сочинять собственные стихи. Узнала от Андрея Дмитриевича, он прорекламировал, и я написала ему. И он сказал то, что это будет ДК. Я пришла и буду рассказывать стихотворение. Как отметили собравшиеся, поэтические вечера проводятся, как правило, раз в 2 недели в разных локациях города и дают возможность людям заявить о себе в качестве чтецов и поэтов. Вероника Таюрская, Нюргун, Старостин, Якутск. Спорт – основа здорового образа жизни. В Якутске стартовал региональный этап отборочного турнира на 3-й открытый кубок Дальнего Востока игры ГТО-2024. В нем принимают участие как школьники, так и взрослые, ну а прошедшие отбор отправятся на всероссийские соревнования, которые пройдут во Владивостоке в сентябре. Подробности расскажем далее. 3, 4, 5. Так, здесь не засчитывается, если нет касания. Чтобы пройти испытания, важно не только выполнить упражнение, но и сделать это правильно. Поэтому перед началом испытаний судьи наглядно показывают верное исполнение. Раньше соревнования проводили своим весом, например, подтягивания, отжимания. Да? В этом году упражнения наиболее добавились в штангах и гантелях. Комплексы включают в себя упражнения с гирями, гантелями, а также такие базовые, как подтягивание, отжимания и приседания.
У нас многоборье ГТО, именно все виды здесь присутствуют, и гимнастика, и силовые виды. И в этом году мы еще будем тестировать первую пятерку по плаванию. Заявки подали около 120 участников из 11 районов республики. Участники разделены на несколько категорий – любители и профессионалы, а также по возрастам. Среди любителей впервые принимает участие Николай Сивцев. Он подошел к участию ответственно и прошел длительную подготовку. Готовность как? Готовность боевая. Тренировались, сколько? Почти 2 года. И в этом году первый раз решил участвовать. Наряду с новичками в соревнованиях участвуют и уже опытные атлеты, которые пробовали свои силы и в прошлом году. Оценив все свои ошибки на нынешние соревнования, они подошли во всеоружии. Это касается как физической подготовки, так и настроя. Приедут на соревнования много подготовленных ребят. И то, что если прошлый год был экспериментальный, то в этом году дети будут более подготовленными и более мотивированы побеждать. Главный человек, которого ты можешь подвести, это сам ты. И победы и поражения зависят только от твоих стараний, от твоих переживаний, от твоего настроя и от тебя, от твоих. Лучшие участники соревнований попадут на финальный этап Кубка, который пройдет со 2 по 8 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Напомним, что в прошлом году сборная команда Якутии заняла 5-е место. Ванесса Слепцова, Георгий Григорьев, Якутск. Виртуозная работа с шейкерами, стаканом и льдом. Профессионалы своего дела собрались вместе, чтобы показать свои навыки и умения. На конкурсе барменов состоялись 9 участников с разных заведений Якутска. Для гостей продемонстрировали настоящее шоу и мастер-класс. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Первый конкурсант идет, у тебя важное задание подготовить барную стойку, как минимум для себя, и для последующих конкурсантов. В первую часть программы вошел показательный мастер-класс от представителя Барменской ассоциации России Алексея Подкунова, бренд-амбассадора крупной компании из весьма известного по всей России новосибирского ресторана. Он показал свои лучшие техники и поделился секретом создания идеальных коктейлей. Наша индустрия развивается, потому что индустрия гостеприимства, мы ее так называем, она влияет в первую очередь на уровень жизни города, и развитости вкусов у потребителя, у людей, которые ходят по заведениям. И, собственно, ребята, которые сегодня пришли на мастер-класс, которые будут сегодня участвовать в конкурсе, это, собственно, их прямая обязанность. На мастер-классе я рассказывал про современные тренды миксологии, современные тренды индустрии гостеприимства. Каждый участник получает задание и ограниченное время на его выполнение. Зрители и жюри оценивают их работу, учитывая такие критерии, как вкус, внешний вид и оригинальность. Никита Кайдалов принимает в таких конкурсах впервые, но уже на первом этапе показал хороший результат. Недавно только приехал из Питера, и я решил поучаствовать первый раз в конкурсе по бармену. В данный момент я покажу авторский свой коктейль, что волнуюсь. В этом году конкурс организован при поддержке нескольких российских компаний, которые предоставили ценные призы для победителей. За 2-е и 3-е место для участников подготовили сертификаты на обучение во Всероссийском учебном центре для барменов в Москве. А победитель 1-го места получит денежный сертификат на сумму 50 тысяч рублей. Дарья Короленкова, СН Тарасов, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. А я с вами прощаюсь. До встречи.